На прошлой неделе в рамках празднования Дня Республики Коми в Сыктывкаре в торговом центре «Июнь» прошла выставка достижений народного хозяйства «Достояние Севера». Инта на Коми ВДНХ зазывала гостей посмотреть на национальный праздник оленеводов Тереп-Кер и продемонстрировала творчество народного коллектива «Сударушка». Инту представляла делегация 12 человек, и 7 человек – это творческий коллектив, народный коллектив ансамбль народной песни «Сударушка». Мы с Майей Пулик были ведущими презентации нашего выступления, и Ольга Евгеньевна Попова, начальник отдела культуры, Наталья Васильевна Канева, директор Центра национальных культур, и был еще Кирилл Калинин, который принимал участие в оформлении подворья. Мы так сплоченно обговаривали и готовились совместно. Поскольку мы творческие люди, мы отвечали за творческую часть. У нас было 3 площадки. 2 площадки были в торговом центре «Июнь», технически очень мощно оснащенными. Экраны работали, и звуковое оформление тоже было хорошим. И мы представляли программы на одной площадке, площадка муниципалитетов, была программа «20 минут», в которой мы презентовали нашу изюминку, национальный праздник оленеводов Тереп-Кер, быстроногий олень, с видеосопровождением и с выступлением Сударушки. Очень приятно было, что пришли интинцы, кто сейчас живет в Сыктывкаре, поддержать. Много было теплых и дружественных встреч. И, конечно, приятно было, что люди, которые проходили, а людей было очень много на выставке, и они останавливались и слушали наш коллектив. Сударушка работала живьем, хотя рекомендации были все-таки большое мероприятие, много творческих коллективов со всей республики и не только, но тем не менее наши участники коллектива сказали, что мы едем работать по-честному. И это, может быть, даже играло на плюс, тем самым привлекая гостей к нашим выступлениям. Выставка «Достояние Севера» в 5-й раз прошла в столице Коми 27 августа. На одной площадке собрали 178 предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, самозанятых и иные организации. Целый коридор экспозицию отдали муниципалитетам республики. Все 20 заявились к участию. В Сыктывкар из Приполярья привезли красочные сувениры и саму оленину, мясо и колбасы, которые можно было тут же приобрести. На основном подворье Инта также была представлена праздником оленеводов. И были организованы выставка продажа сувенирной продукции, как праздника самого, так и общество с ограниченной ответственностью «Серпас». И я знаю, что агрокомплекс «Инта Приполярная» тоже предоставлял свою продукцию для дегустации и для реализации. Тереп-Кер – это визитная карточка Приполярья. Для того, чтобы лучше и нагляднее представить то, чем по праву гордится Инта, организаторы создали фотозону, которая включала в себя баннер с изображением упряжки оленей и оленеводов. Очень приятное было место расположения нашего павильона. Он находился рядом с сценической площадкой муниципальных образований, где, собственно, выступали все муниципалитеты, и тем самым выгодное расположение привлекало, конечно, внимание. И насколько мне известно, что дегустация очень стремительно проходила, а еще поили чаем вкусным, Наталья Васильевна поила чаем, поэтому это привлекало, народ подходил, интересовался, и, конечно, многие уже знают наш праздник, особенно в Сыктывкаре, и гости приезжие тоже интересовались. Была раздача буклетов, визиток, насколько мне известно. Последний раз гостей приглашали на Тереп-Кер в 2019 году. Тогда участниками события стали 5000 человек. Из-за пандемии коронавируса последние несколько лет праздник не проводили. Но местные власти надеются собрать оленеводов в марте следующего года.